Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Кабинет министров под председательством Дмитрия Медведева рассмотрит законопроект о внесении изменений в контрактную систему в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Этим законопроектом предлагается предусмотреть возможность подачи заявки при закупке строительных работ при условии предварительного предоставления участникам документов об опыте выполнения таких работ, а также возможность изменять условия контракта по строительству при возникновении обстоятельств непреодолимой силы. Кроме того, рассматриваемый документ предлагает, что условия отдельных контрактов, заключенных с единственным поставщиком, также могут быть изменены, в том числе и пролонгированы. Предлагается ввести право заказчика заключать контракт со вторым участником конкурентной закупки без проведения новой закупки в случае расторжения контракта с победителем, если он нарушил условия контракта. Банк России и Федеральная антимонопольная служба выпустили рекомендации банкам о необходимости раскрывать размер комиссии при оплате ЖКХ и сотовой связи до внесения средств. Данные рекомендуется отображать на экране банкомата или платежного терминала четким шрифтом на контрастном фоне, чтобы клиенты сразу видели надпись без дополнительного перехода по ссылке. Отмечается, что стоит заранее ставить людей в известность, выдает ли устройство сдачу и можно ли до окончания подтверждения операции ее аннулировать и вернуть деньги. Российские нефтяные компании подтвердили свои обязательства по сдерживанию цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке. Тем не менее, официально соглашение о заморозке цен пока продлено не было. Срок его действия истек 1 апреля. Кроме того, нет ясности относительно требований дополнительного объема поставок бензина и дистоплива на внутренний рынок, а также окончательных решений по изменению формулы бюджетного субсидирования. Соглашение, заключенное в ноябре 2018 года, предусматривало сдерживание цен на бензин в первые 3 месяца 2019 года. В январе стоимость топлива могла вырасти не больше, чем на 1,7% в связи с повышением НДС, в феврале и марте на 0,33%. К столетию Якутской автономной Советской Социалистической Республики, который якутяне отметят в 2022 году, в Якутии построят 100 социально значимых объектов. В настоящее время введено в строй 39% от плана. По информации Минэкономики Республики, общая стоимость объектов оценивается в 184 миллиарда рублей. Из них введено 39 объектов стоимостью почти 52 миллиарда, 38 объектов находятся в работе в текущем режиме, еще 24 объекта требуют проработки по определению источников финансирования, уточнили в ведомстве. В Якутске за счет внебюджетных источников предлагается отреставрировать Национальный художественный музей и Якутское реальное училище, реконструировать площадь Ленина и международный терминал аэропорта, развить инфраструктуру республиканского зоопарка Орто-Дойду, обустроить рекреационную зону отдыха объекта «Парк будущих поколений», построить центр адаптивной физической культуры и спорта и здание Государственной филармонии, а также воссоздать исторический облик кафедрального Свято-Троицкого собора. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.